В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В республике с 24 марта по 24 апреля проходит месячник борьбы с туберкулезом. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Якутии оценивается как стабильная и расценивается научными исследовательскими институтами туберкулеза как наиболее благополучная среди территорий Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. О профилактике заболевания туберкулезом и о мероприятиях, проводимых в рамках месячника, мы сегодня поговорим. Наш гость студии Аяла Хлопков, врач-фтизиатр Якутского городского противотуберкулезного диспансера научно-практического центра фтизиатрия. Аял Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какие мероприятия сейчас проводятся во время месячника борьбы с туберкулезом? И насколько в эти мероприятия вовлекается у нас население, хотелось бы узнать? У нас проводятся информационные мероприятия по новостям, по социальным сетям, по лекции читаем по школам, по вузам, по трудовым коллективам. И по профилактике туберкулеза проводим с нашими населениями, которые 2 или более года не проводили ФЛГ-обследования. Их каждый год, чтобы проходили обследования. По домам ходим, информируем, что надо проходить ФЛГ-обследование, работаем с населением. И читаем лекции о том, что профилактика туберкулеза и что туберкулез излечим, и опасаться его не стоит. Расскажите про группы риска по заболеваемости, чтобы немножко ознакомиться с самой болезнью. По группам риска у нас есть медицинские и социальные. По медицинским у нас по заболеванию туберкулез – это инфекция, которая, если иммунитет падает, то он сразу бьет по этому организму. Чтобы избежать этого, мы дифференцируем по группам риска. Самые группы риска это ВИЧ-инфекции, сахарный диабет, болезни двенадцатиперстной кишки и по легким, которые. И что второй насчет второй группы как? И второй группы социальные, это которые наши бомжи, которые социальные, оторванные от этого обследования люди, которые 2 года или больше не проходят ФЛГ, обследования, которые пьют, которые курят. Тоже социальные группы риска. Аял Павлович, как сейчас туберкулезная система у нас организована в регионе и какие важные моменты можно отметить на сегодняшний день? Туберкулезная система у нас в регионе организована хорошо. У нас 3-уровневая маршрутизация идет. Сначала поликлиники идут, когда ФЛГ положительные, МАНТУ и ДИАСКИН, и там первичный скрининг делается терапевтами и педиатрами. Потом идет на противотуберкулезный диспансер, и это УУСный или городской. И там уже определяется активный или неактивный туберкулез. И еще у нас с прошлого года, с 1 января 2025 года, вошло в работу в городском диспансере ОДДТ. Это у нас общая дифференциальная диагностика туберкулеза. И оно себя очень хорошо показало по этому типу маршрутизации. А как часто нужно профилактику проходить? ФЛГ сдавать? Раз в год надо проходить обязательно ФЛГ. И не надо отказываться от МАНТУ и детских теста, это для родителей напоминание. Для младенцев имеете в виду? Да, для школьников и младенцев. А насколько сейчас доступны и универсальные методы диагностики заболеваний в настоящее время, если так рассматривать? Так, в настоящее время доступны у нас все новые современные методы, эндоскопическая диагностика, молекулярно-генетическая диагностика, методом ПЦР, люминесцентная, разные виды КТ, ОГК есть, это компьютер-томография, есть по окрашиванию и без окрашивания компьютер-томография есть, и еще у нас бронхоскопию делает. Бронхоскопия – это когда внутри лимфатической биопсии берут и определяют, есть ли туберкулез или нет. То есть это тоже в рамках осмотра, медосмотра? Да, это все проходит. Аял Павлович, как изменились подходы к лечению за последние годы у нас в Якутии? Какие современные методы, может быть, обследования доступны у нас в Якутии? Так, по подходам, по новым подходам у нас есть
если со старыми сравнивать, старые, которые долго лечились инъекциями, сейчас все лекарства перорально принимаются. Это значит таблетками. Сейчас у нас новые таблетки бедаквилин, девамонин, вот они все не такие нефротоксичные и более этого содержащие. И у нас новые короткие курсы химиотерапии появились. Если очаг не такой большой, то не 6, не 8 месяцев, а на 4 месяца коротких курс химиотерапии. Ну, сократили сроки, я так понимаю. И вот, может быть, может ли вот после излечения пациент повторно заболеть туберкулезом, и насколько часто вот именно в вашей практике такое происходит? Вот, может, расскажете о причинах, почему так происходит? Да, может. Это называется рецидив. Если пациент после излечения, после излечения туберкулеза, во время лечения, если он плохо принимал лекарства с пропусками или уходил куда-то, такие бывают, вот у них может появиться. Или если он не поменял образ жизни, который вот пьют, курят, если иммунитет у них падает, и может ли повторно появиться. И в первую очередь, наверное, надо думать, что нужно лечиться сразу, потому что это все передается, да, воздушно-капельным путем. Да, воздушно-капельным путем передается. И после этого, наверное, надо каждый год проверяться, да? Да, обязательно, 2 раза в год надо проверяться, чтобы этого не было, рецидива не было. На практике как часто вот это бывает у нас в Якутске? В Якутске у нас 5-15% может быть. По данным, вот 5-летним данным, у нас 5% примерно бывает, которые активные больные. А чаще всего почему так происходит? В чем вот проблема? Они недолечиваются. Они недолечиваются, уходят, и образ жизни свой не меняют. А в чем вообще причина, почему туберкулез недолечиваются пациенты сами и вот повторно заболевают потом? Больные наши, которые вот вылечились, они полностью не лечатся, лекарства полностью не принимают иногда, некоторые. Вот у них и рецидив чаще всего появляется. А есть ли сейчас вот санатории какие-то, где... Санатории у нас есть, конечно. Мы санатории постоянно отправляем. Вот, Аял Павлович, давайте еще раз напомним нашим телезрителям важные моменты вот именно профилактики от туберкулеза вот для обычного человека в повседневной, так сказать, рутине. Профилактика туберкулеза у нас надо самое важное – это здоровый образ жизни. Туберкулез, как говорят, это болезнь недоедания и социальная болезнь. Потому что если плохо кушаете, и тогда уже иммунитет падает, и туберкулезом можно уже заболеть. Отказ от курения, отказ от вредных привычек, наверное, да, от вредных привычек, алкоголь, курение, отказ. И самое главное – это не отказываться от МАНТУ и ДСК-теста родителям, потому что оно помогает выявить туберкулез в ранних стадиях, если есть. Ничего себе. Аял Павлович, спасибо, что такую полезную информацию сегодня нам рассказали и пришли сегодня к нам в гости. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.